Итак, ребята, мы продолжаем знакомиться с творчеством великих людей, и сегодня вас ожидает знакомство с одним из таких творцов – Абылхан Кастеев. Он родился в 1904 году и умер в 1973 году. Народный художник Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Казахской ССР. Итак, Абылхан Кастеев. Художник, который сумел передать в своих полотнах любовь к родной земле, ее природе, ее людям. Окружающих поражала его работоспособность. Если он начинал картину, то не вставал, пока ее не закончит. Любовь к родному краю выразилась в его полотнах «На Жайлау», «Возле дома», «Осенний пейзаж», «Зеркальный лед», «Цветущие яблони», «Зима». Как мне пересказать текст? Хорошо, девочки. Так, первая группа, по-моему, активнее у нас сегодня, да? Каракат готова? Давай тебя послушаем. Музей искусства имени Абылхан Кастеев. Крупнейший музейский музей нашей республики. История музея началась в 1935 году в Астафье, а в 1803 году ему была передана имя нашего первого казахского художника. Основное начало школы живописи Абылхан Кастеев. С первого момента своего основания музей стал главным центром. Не сегодняшний день собрание музея насчитывает было 23 тысяч экспонатов, составлено национальное достояние нашего государства. Хорошо, спасибо, Каракат. Итак, ребята, сейчас мы с вами воспользуемся нашим сундуком сокровищ. Это что за сокровища у нас? Это наши вопросы. Это ваши вопросы, молодцы. Выбираем свои. По одному вопросу. Так, следующий. Еще один остался. Итак, я вам даю 5 минут на подготовку, ребята. А теперь послушаем первую группу. Девочки, кто у нас готов? Так, давайте первая у нас ответит Дельназ. Докажите, что выделенное местоимение указывает не на лицо, а на предложенность. Предложение местоимение указывает на предложение и отвечает на вопросы чья, чье, чей, чья. Чьи, да? Чьи. Молодец. Хорошо, садись. Теперь, Каусар, ты готова? Угу. Послушаем. О чем вы узнали? Мы узнали о художнике Абылхан Кастееве и его платонах. Молодец. Каракат. Вы пишите предложение местоимения вместе со существительным. Его родители падеж, единственное число, есть женский род, его мужской род. Молодец, Каракат. Так, теперь Фаризу послушаем. Подберите синоним к слову полотна. Полотна, холст, картина, акварель. Полотна, да? Полотна. Угу. Скиз, натюрморт. Молодец. Все правильно, верно. Спасибо, ребята.
Итак, ребята, ваше время истекло. Прошло уже 5 минут. Кто готов отвечать на свои вопросы? Ага. Так, молодцы. Давайте сначала первую спросим у Аружан, да? Да. Укажите количество местоимений в первом абзаце. 4 местоимения в первом абзаце. Ее, ему, его, нашей. Молодец, правильно. Следующая, Кристина, давайте сначала первую группу, а вторую группу послушаем, да? Пишите из первого абзаца выделенное предложение и докажите, что местоимение ее является притяжным. История музея началась в 1935 году с выставки. Затем на ее основе был создан Государственный музей искусств. Молодец, Кристина. Так, следующий. Тамерлан готов? Молодец, давай, вставай, отвечай. Переводите на родной язык слово «музей». Слово «музей» на казахском переводится как «мурожай». Правильно, слово «музей» на казахском будет «мурожай». Итак, ребята, что такое местоимение? Кристина готова отвечать. Так, Фариза, Каусар, Каракат. Давайте Кристину спросим. Местоимение – самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, количество и признаки, но не называет. Местоимение помогает связать предложения в этом тексте и связать повторение одних и тех же слов в содержании. Например, моя книга, моя тетрадка, мой цветок. Личные местоимения не называют предметы и лица, с помощью говорящего может лишь указать на лицо или предмет. К личным местоимениям относятся я, ты, вы, он, она, оно, они. Личные местоимения бывают единственного рода, единственного числа, к ним относятся я, ты, он, она, оно, и множественного числа. К ним относятся вы, мы, они. Личные местоимения изменяются по падежам. При изменении по падежам изменяется не только начало слова, но и все слово. Я, мне, мной, меня. Например, я пошла в школу. Молодец, Кристина, спасибо. Итак, ребята, сегодня на уроке вы узнали о первом народном художнике Костееве, познакомились с Государственным музеем искусств имени Костеева, о притяжательных местоимениях. Итак, ваше домашнее задание 379 упражнение – это синквейн. К слову, музей, да, ребята? Все, спасибо вам большое, до свидания, до следующего урока. До свидания.